Здравствуйте, я Сафронов Ферсат. Я ученик третьего класса Амгимского УС Мяндигинской школы имени Караканова. Моя тема – настольная математическая игра «Табу номер 2» для увлекательного изучения таблицы умножения. Сегодня практически в каждом доме появился компьютер. Интерес к настольным играм пропадает. Настольные игры являются одним из лучших развлечений для детей. Они тренируют внимание, терпение и усидчивость. В магазинах продается огромное разнообразие настольных игр. Но нам кажется, что самое интересное – это та игра, которая сделана своими руками. Цель создания настольной математической игры номер 2 табу и для изучения таблицы умножения. Задачи. Первое. Изучить историю настольных игр. Второе. Узнать и познакомиться с последовательностью изготовления настольных игр своими руками. Третье. Изучить значение римских цифр. Четвертое. Придумать правила игры. Пятое. Подобрать необходимый материал. Шестое. Познакомить ребят нашей школы с игрой. Объект исследования. Таблица умножения. Планированный результат. Авторская настольная математическая игра табу номер 2. Правила первой игры умножарию. В игре участвуют от 2 до 4 детей. К каждому игроку дается игровое поле с таблицами умножения и фишкой из дерева в мешочке. В игровое поле начертена таблица на первом строке и на первом столбце. Числа записаны от 2 до 5, и остальные колонки пустые. Для начала нужно внимательно посмотреть на карточку и по сигналу начинаем играть. Я сейчас покажу первое видео, как надо играть в умножариум. Для начала нужно посмотреть внимательно на карточку и по сигналу начинать играть. Из мешка вытаскивать деревянные фишки с ответами таблицы умножения и заполнять игровое поле. Засекать секундомер. Кто быстро заполнил игровое поле, тот и выигрывает. Правило второй игры. Построй город. В игре участвуют от 2 до 4 детей. К каждому игроку дается карточка. В карточке написаны произведения чисел и ответы таблиц умножения. С соответствующими этажами смотрим на карточку и по сигналу начинаем игру. Я сейчас покажу второе видео, как надо играть в «Построй город». 3 умножаем на 3 будет 9. Тогда она относится 1 и 9, один этаж. 8 умножаем на 4, 32. Смотрим на 30 и 39, 4 этажа. 6 умножаем на 5 будет 30. Тоже 4 этажа. И 7 умножаем на 8 будет 56. Когда смотрим на 50 и 59, тогда будет 6 этажей. Кто так быстро закончил, тот и выигрывает. Правило третьей игры. Умножение время. В игре участвуют от 2 до 4 детей. На карточках начертаны таблицы с 2 столбцами. На левом столбце написано выражение произведения чисел, а правый столбец пустой. На пустом столбце игроки должны с помощью деревянных палочек расположить римские цифры. Я сейчас покажу третье видео, как надо играть в умножение время. Например, 2 умножаем на 9 будет 18. 6 умножаем на 4, 24. Кто первым заполнит карточку, тот и выигрывает. Правило четвертой игры. Барабан. В игре участвуют 2 и более детей.
Я сейчас покажу четвертое видео, как надо играть в барабан. Правило четвертой игры барабан. В игре участвуют 2 и более детей. Игрок крутит первый десятигранник, выпадает случайное число. А потом крутим второй десятигранник. Второй десятигранник всегда умножение. Далее крутим третий десятигранник. Это тоже случайное число от 0 до 9. А теперь крутим четвертый десятигранник. Четвертый десятигранник. А теперь крутим пятый десятигранник. 9 умножаем на 9. Будет 81. Тогда у нас должно быть меньше. Например, цифра 13. Данная игра учит нас запоминать таблицу умножения и римские цифры. Сегодня существует множество настольных игр, из которых каждый желающий может выбрать игру по своему вкусу. Но самая интересная игра – это та игра, которая придумана своими руками. Спасибо за внимание.